Добрый день, уважаемые жюри и школьники научно-практической конференции. Меня зовут Сидорова Лина. Я ученица 8 класса 31 школы. Темой моей работы называется «Исследование комплекса якутского праздничного женского костюма. Традиции и адаптации в современном мире». Актуальность исследования. В последнее время при проведении различных мероприятий чаще всего стали уделять большое внимание традиции. В Республике Саха-Якутия каждый год проводится летний праздник Эсэх. Несомненной и важной яркой частью является якутская национальная одежда, которая несет информацию о времени и месте своего происхождения, показывает среду обитания, культуры и религиозные воззрения данной эпохи. В наше время современная молодежь недостаточно владеет информацией о комплексе якутского праздничного женского костюма и ее якутской национальной одежды в целом. Цель исследования – создание информационного пространства о комплексе якутского женского костюма. Задача – выявление репрезентативного материала по изучению темы, изучение теоретического материала о комплексе якутского праздничного женского костюма, описание традиционных типов комплекса якутского праздничного женского костюма, разработка иллюстративного словаря в социальной сети Instagram. Объект исследования – национальная якутская одежда. Предмет исследования – комплекс праздничного женского костюма. Новизна работы. Якутская национальная одежда довольно широко исследована в этнографическом аспекте. В рамках нашего исследования впервые подготовили иллюстративный словарь в социальной сети Instagram. Данное информационное пространство, выбранное так, пространство, в котором больше сидит молодежь. Практическая значимость. Изучая якутскую национальный комплекс праздничного женского костюма, убедились в том, что одежда и ее элементы не были простыми не простыми декоративными элементами, они были связаны с мировоззрением, нечистыми представлениями народа. Иллюстративный словарь социальной сети Instagram может быть исследован при проведении занятий по предмету культуры народов Республики Саха-Якутия и станет и информационным материалом для распространения знаний о материале духовной культуре якутской молодежи. Кандидат исторических наук Петрова в своей книге «Одежды предков и веры» назвала людей, сделавшие первый краткий обзор о национальной одежде якутов. Белинкс, Георгий, Миндиндаов, Линдинау, Мак, Серышевский, позже Стрелов, Бола, художник Носов и другие писали о ней по археологическим раскопкам. О связи одежды с формированием можно читать в материалах Окладникова, Кулаковского, Алексеева, пишет она. Шапки джапака. Имеет несколько разновидностей. Джапака с завязкой у девушки лента короче, а у женщины длиннее. Верхняя часть шапки высится, чтобы видела Аисы, дружила и яхсит. Якуты не носят шапки из меха колонка. Это считалось грехом, особенно юным девушкам и молодым женщинам. Рукавица. Есть много разновидностей. Перчатки из белой мягкой равдуги, рукавицы изнутри отделаны мехом. Тщательно придерживая шьется обувь, зимние и летние торбасы, теряски, вышитые женские теряски, легкие и удобные, замшевые торбасы с матерчатой отделкой, вышитые туфли, торбасы с выделенными носками и так далее. Этнограф Сыков пишет, что у якутских женщин 3 вида серег. Самая простая по форме сережки с зернышком. Широко распространены сережки с подвеской. Колечки серьги, как и сережки с зернышком, не имеют подвесок. Самая простая вид сережек раньше надевали женщины и девушки из бедных семей. Галджин-обан – это украшение, которое женщины надевают на шею. Илинка-бихер – накрутное украшение, состоящее из серебряных кистей 8-12 рядов разной формы и рисунков. Калинка-бихер – накрутное расписное украшение, состоящее из длинных серебряных подвесок, но подвесок тут меньше. Всего может быть 4-8 рядов. Бастана – украшение, которое надевается на голову. Браслет одевается на кисть руки шириной 5-7,5 см. Кыбага-семяга – украшение штанов. Иллюстративный словарь в социальной сети Instagram. Сегодня
Визуальный контент доминирует. Люди не хотят читать текст, они хотят его визуализировать. И с каждым годом данная тенденция набирает оборот. Современная молодежь в своих попытках воссоздать традиционную якутскую одежду допускает ошибку в крое, в цвете, в украшениях, узоре. Есть одежда повседневная, сценическая, авангардная и нарядная. И если все эти виды вводить якутскую национальные элементы узоры без учета традиционных канонов, это может привести к разрушению народного наследия. Мы создали иллюстративный словарь в социальной сети Instagram. Словарь содержит информационный материал о комплексе женского праздничного одежды якутов. Представлены все виды женской национальной одежды с краткими описаниями. Заключение. Таким образом, в рамках нашего исследования проведена работа с теоретическим материалом по изучению комплекса женской одежды якутов. Изучение комплекса женского праздничной одежды убедились в том, что они не были связаны, что они прерывно связаны с традиционными мировоззренческими представлениями народа. Представили описание традиционных типов комплекса якутского праздничного женского костюма. На основании изучения материала с целью адаптации комплекса якутского праздничного женского костюма в современное информационное пространстве разработали иллюстративный словарь в социальной сети Instagram. Спасибо за внимание.